В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Айсен Николаев подписал указ о введении в Якутии режима повышенной готовности. Руководителям предприятий рекомендуют по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу, а авиакомпании и турфирмы должны вернуть билеты и путевки. В Якутском обсерваторе результатов анализов на коронавирус ждут 15 пациентов. В Нюрнбергской ЦРБ ждут установки МРТ. Подготовлен уже кабинет, к событию готовятся и жители. Вилюйскую группу районов ждет комплексное экологическое исследование. Об этом сообщил Владимир Солодов. И «Хлеб всему голова» ярмарка с говорящим названием прошла в столице региона. Айсен Николаев подписал указ о введении в Якутии режима повышенной готовности в связи с распространением в мире коронавируса. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим работы. Отчет по ситуации с пандемией главе будет предоставляться ежедневно гражданам, прибывшим из стран к неблагополучной ситуации по COVID-19. Необходимо самостоятельно изолироваться от общества на 14 дней со дня возвращения в Россию. Не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. Медицинским организациям поручено усилить работу с больными, которые посещали зарубежные страны и у которых есть респираторные симптомы, а также с пациентами старше 60 лет. То есть, если мы вчера устанавливали ограничение 200 человек, сегодня 50. Значит, так как и определялись вчера, школы продолжают работать в обычном режиме до особой ситуации. Особой ситуации сегодня не произошло, но мы в любом случае готовимся в последующем к тому, что школы перейдут на дистанционное обучение. Необходимо обратить внимание на продолжение проведения мероприятий, связанных с санитарной обработкой и дезинфекцией места как общего пребывания граждан, транспорта. Также будут продолжены все наши мероприятия, которые мы проводили, связанные с режимами изоляции граждан, которые находились в контакте. Профильным министерствам и ведомствам поручено организовать своевременный завоз социально значимых продовольственных товаров, в том числе предоставление бюджетного кредита, государственных гарантий и плановых субсидий предприятиям, осуществляющим завоз. Обеспечить и двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Также в ближайшее время в штабе внесут предложения по продлению сроков окончания школьных каникул. Фонд развития малого предпринимательства окажет дополнительные меры поддержки субъектам малого бизнеса. Указ регламентирует и обеспечение защиты сотрудников на предприятиях. За это отвечают их руководители. Необходимо проводить регулярные замеры температуры сотрудников, обеспечить изоляцию в случае подозрения на заболевание, воздержаться и от направления работников в командировки как за рубеж, так и в другие регионы России. Немного будет изменен порядок работы, МФЦ, будет изменен порядок работы пенсионных служб для того, чтобы через каждые 6 часов проводилась санитарная обработка помещений, куда люди приходят. Организациям Якутии рекомендовали по возможности перейти на дистанционную работу. Также работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры сотрудников. При этом лица с повышенной температурой должны быть отстранены от работы. Следует, кроме того, воздержаться от направления работников служебной командировки на территории иностранных государств и в регионы России, где отмечается неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции. Что касается вахтового метода работы, рекомендуется оптимизировать количество сотрудников, привлекаемых из других субъектов России, а также увеличить продолжительность вахты до 3 месяцев. Людей с подозрением на коронавирус направляют в обсерватор Якутска. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Якутии Любовь Бодыцеренова. На сегодня там находится 15 человек, из них 11 граждане Китая. 1 человек прибыл из Франции, 1 француз и 2 швейцарца. Результатов первичных лабораторных исследований пока нет, сотрудники ждут официального заключения по ним. Период наблюдения составляет 14 дней с момента пересечения границы. Последний забор материалов осуществляется на 10-й день пересечения границы. Всего граждан, находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из-за рубежа, насчитывается 343 человека.
Также региональный Минздрав ведет работу по перепрофилированию медучреждений. Скорая помощь переведена в режим повышенной готовности. Отработана маршрутизация больных. Сегодня сотрудники скорой помощи оделись в специальные костюмы, проверили оборудование и контейнеры, в которых будут транспортировать подозрительных на коронавирус граждан. Как мы уже говорили ранее, зараженных COVID-19 в Якутии нет, но меры на случай выявления пандемии уже приняты. На данный момент на станции работает 24 бригады. Обеспечены всем. У нас есть противочумные костюмы, специализированные носилки для перевозки больных коронавирусом, в том числе обеспечение масками у нас в полном комплекте. О ситуации по коронавирусу в Москве нам сейчас расскажет наш СОБКОР Максим Кардозу, который находится на прямой связи с нашей студией. Максим, приветствую. Ждем от тебя последнюю информацию из столицы. Приветствую, Алексей. Действительно, ситуация развивается стремительно. Еще вчера я говорил о том, что паники никакой в столице нет. Проводятся даже увеселительные мероприятия. Но вчера вечером мэр Собянин выступил с обращением и сказал, что запрещены все мероприятия массовые на улице, которые проходят. Но если они в закрытом помещении проходят, то ограничивается количество участников до 50 человек. Первыми на эту меру, конечно же, отреагировали кинотеатры. Они ограничили продажу билетов на сеанс до 50 человек, например, на фильм. Но некоторые сетки говорят, что это очень невыгодно, и они просто закроются на время этого карантина. Также с 21 марта по 12 апреля вводится карантин во всех школах столицы и в детских садах. Но, друзья, городские власти понимают о том, что не все родители могут оставаться со своими детьми, особенно маленькими, дома. И вот в детских садах будут организованы дежурные группы до 12 человек, куда еще можно будет привести своего ребенка. Также городские власти говорят, что пожилые люди максимально оставались дома, не выходили на улицу, не подвергали себя опасности заразиться. Вообще в столице работала такая программа, называется она «Долголетие», где пенсионеры могли бесплатно ходить на различные кружки, например, в спортзал, на занятия по иностранному языку. И вот эта вот программа с сегодняшнего дня, она не работает, друзья. Также были отменены все спектакли в рамках фестиваля «Золотая маска», который вот начался совсем недавно. И когда будут проводиться вот эти вот премьеры в столице, тоже пока неизвестно. Все пока откладывается на 2 недели. Что будет дальше, неизвестно. И вообще по ощущениям, если сказать, то в городе людей становится немножечко меньше. Например, сегодня в метро, когда я ехал в час пик, было уже не так много людей. Люди пытаются оставаться дома. Тем более, что некоторые компании все-таки уже успели перевести своих сотрудников на удаленную работу. То же самое делают сейчас многие вузы и переводят студентов на онлайн-обучение. Вот мы сегодня пообщались с одной якутянкой, студенткой. Давайте поговорим, давайте послушаем, что она рассказывает о ситуации у них в вузе. Со вчерашнего дня весь университет перешел на дистанционное обучение, но никто из студентов и даже из руководства не знают, как именно это будет происходить и будет ли семестр продлен или нет. Но факт того, что весь университет переведен, да, он существует. Есть такие слухи, официально этого никто не подтверждал, но те, кто подписали заявление на дистанционное обучение, они должны съехать с общежития. Ну, конечно же, всех интересует ситуация с продуктами, потому что в интернете появляются фотографии пустых полок в магазинах. И действительно, вот ритейлеры говорят, что на некоторые товары, особенно на крупу, тушенку, какие-то макаронные изделия, спрос повысился в 2 раза. Москвичи вот все-таки пошли в супермаркеты и пытаются закупиться какими-то товарами, такими, которые долго хранятся. Но ритейлеры говорят, что беспокоиться все-таки не нужно. Это лишь такой вот первый эффект. Продукты есть, их каждый день пополняют. И вот именно те самые популярные товары, они будут пополняться в 2 раза больше. Так что я думаю, что все в этом плане будет хорошо. Но здесь вот есть еще один момент. Многие люди заказывают еду по интернету. И здесь эти компании, которые занимаются именно такой доставкой, они говорят, что они просто не успевают. И здесь очередь ожидания даже может растянуться на неделю. Так что легче просто сходить в магазин. Алексей? Спасибо, Максим. Напомню, что на прямой связи из Москвы о ситуации с коронавирусом был наш корреспондент Максим Кардозу.
Ну как вернуть деньги за турпоездку, отмененные из-за пандемии? Этот вопрос сегодня больше всего волнует якутян, у которых на руках остались неиспользованные авиабилеты и турпутевки. Якутяне стали массово отказываться от поездок не только за пределы страны, но и между регионами. Ситуацию усугубляют федеральные турфирмы и авиаперевозчики, которые никак не хотят идти навстречу. Ульяна Шагина разбиралась в проблеме. 18 родителей семиклассников одной из столичных школ еще в январе решили отправить детей в каникулярные дни в Москву на профориентационный тур. Билеты были куплены сразу же, и никто тогда не подозревал о пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. С коронавирусом у нас вообще резко изменило все. Теперь вот мы боялись, когда вот коронавирус уже начался, да, и вы консультировались, но Москва нас успокаивала, говорили, там у нас ничего такого нету режима, приезжайте, приезжайте. Паника среди родителей и школьников началась несколько дней назад, когда число заразившихся коронавирусом в Москве начало нарастать. К слову, за последние сутки их число увеличилось на 20 и составило уже более 50 заболевших. По указу мэра Собянина в Москве отменены все культурно-массовые мероприятия. Родители, естественно, решили не рисковать здоровьем своих детей и решили отменить поездку. Обзвонили вот нашу турфирму, авиакассу. Они сказали, вот с федералов у нас приказов нету, так что по приказу Республики Саха-Якутия мы не можем возвратить вам деньги и вот эти всю стоимость. У каждой авиакомпании существует свой регламент возврата билетов. Авиакомпания «Нордвинд», где родители школьников приобрели билеты, соглашается вернуть деньги со штрафными санкциями. Такая же ситуация произошла и с путевкой, которая приобреталась у федеральной турфирмы через местного агента. Мы сейчас подошли в турфирму, где родители покупали турпутевки для своих детей. Давайте зайдем и послушаем, что они говорят. Руководитель агентства, ссылаясь на решение своего головного офиса московской турфирмы, предложил единственный вариант решения проблемы – это перенос даты вылета. Причем встречающая сторона отказывается вернуть стоимость путевки, ссылаясь на то, что основная сумма уже ушла на оплату расходов. Сейчас у них все услуги проплачены, получается, гостиницам, все экскурсии, все услуги. Я сам же не решаю, я только турагент, получается. Родители оставили коллективную заявку на возврат денег. Смогут ли они вернуть хотя бы какую-то часть потраченной суммы, также непонятно. Причем на местные агентства не действует даже указ главы республики, согласно которому граждане не имеют права выезжать за территорию республики с сегодняшнего дня. Ну тогда заявление пишите, туроператор рассмотрит. Там со штрафом возвраты будут. В рамках указа главы республики возврат гражданам ранее купленных авиабилетов по разным маршрутам касается только местного перевозчика авиакомпании «Якутия», летающим за пределы региона. Если до этого мы решали этот вопрос в индивидуальном порядке, граждане обращались, и мы отрабатывали в рабочем порядке через совещание, через переговоры с авиакомпаниями. Сейчас Министерству транспорта дано поручение системно подойти, просто если есть отказ, а отказ должен быть от полета официально оформлен с указанием причины, значит, введения, соответственно, значит, с указанием причины ситуация в стране, она всем на сегодня понятна, и, соответственно, после этого уже будут приниматься меры по возврату с нашей стороны. Имеется в виду со стороны авиакомпаний по системной работе. Указ не распространяется на федеральных перевозчиков, тем более республика не может повлиять на работу московской турфирмы. А это значит, что родителям школьников придется самостоятельно решать возникший спор. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Григорий Николаев, Якутск. Но тем временем коронавирус не подтвердился у жительницы Мирного, прибывшей из Испании. Отмечается, что указанная пассажирка в профилактических целях была изолирована и обследована в Мирнинской ЦРБ. По результатам обследования клинических симптомов возможной коронавирусной инфекции у нее не обнаружено, говорится в сообщении. Несмотря на это, медико-санитарными службами установлен контроль над всеми пассажирами, прибывшими этим рейсом. Управление Роспотребнадзора по республике опубликовало данные еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 9 по 15 марта они превышены на 38% в целом по региону. В Якутске же на 6%. Специалисты ведомства отмечают, что преобладают вирусы негриппозной этиологии – парагрипп, аденовирусы, риновирусы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Глава Якутии Айсан Николаев от имени руководства республики и от себя лично выразил глубокое соболезнование родным и близким Франца Хомича Гробмана в связи с его кончиной.
Жизненный и трудовой путь Франца Гробмана был неразрывно связан с нашей республикой. Он был руководителем с большой буквы, настоящим профессионалом, чья жизнь и судьба были тесно связаны с городом Якутском и топливно-энергетической отраслью Якутии. Особо глава республики отметил деловые и профессиональные качества Франца Гробмана: умение достигать поставленных целей, принципиальность, честность и открытость. Светлая память о Гробмане навсегда останется в памяти его родных и близких, друзей и коллег, а также жителей республики. Конец цитаты. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Нюрнбергская и ЦРБ ждут установки МРТ. Подготовлен уже кабинет, к событию готовятся и жители. Вилюйскую группу районов ждет комплексное экологическое исследование. Об этом сообщил Владимир Солодов. «Хлеб всему голова». Ярмарка с говорящим названием прошла в столице региона. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Когда же появится магниторезонансный томограф? Этого события с нетерпением ждут жители Нерюнгри. В начале года мы рассказывали, что впервые в истории здесь будет установлен и начнет работу МРТ. Сейчас в блоке А больничного комплекса полным ходом идет подготовка кабинета, в котором томограф будет смонтирован. Полностью завершен первоначальный этап работ усиления несущих конструкций, которое происходило в подвале, как раз под этим кабинетом. Перекрытие рассчитано на максимальный вес аппарата 5,6 тонны. В данное время ремонт кабинета завершается. Осталось докончить отделочные работы. Напомним, финансовые средства на закупку МРТ в Нерюнгринском районе выделены в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ориентировочно закупка аппарата МРТ будет проведена в мае месяце. Поставка ориентировочно в сентябре. Дальше пройдет этап получения санэпидзаключения и лицензирования, после чего в лучшем случае кабинет МРТ будет работать в декабре месяце. В Якутии проведут комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы районов. Об этом сегодня сообщил председатель правительства Владимир Солодов. Напомню, что Кабмин региона, Целевой фонд будущих поколений и акционерная компания «Алроса» заключили трехстороннее соглашение. В его рамках за счет финансирования «Алроса» будут проводиться научные исследования. Главной целью проекта является обеспечение экологической безопасности, решение медико-биологических проблем и улучшение качества жизни населения Вилюйской группы районов. Задача поставлена Министерству образования и Академии наук до конца марта согласовать тех задания и уже начинать реализовывать конкретные мероприятия по комплексным научным исследованиям. Как я говорил, это 3 направления. Это, во-первых, состояние воды в Вилюе и в притоках. Второе, здоровье людей, состояние здоровья людей. И третье, альтернативные источники водоснабжения. Жители домов, подпадающих под красную линию по Покровскому тракту вблизи поселка Хатасы, могут остаться без крыши над головой. Сегодня там проживает сразу несколько многодетных семей, у которых по 3 и более детей. Семьи бьют тревогу, им некуда идти. Данный вопрос поднимался еще в 2006 году. Вопрос освобождения этих участков вновь стал актуальным. Недавно жители уже застроенных участков опять получили письма несчастья от судебных приставов, где черным по белому написано «освободить в кратчайшие сроки». Сегодня в ВНФ состоялось собрание жильцов тех заселенных участков с представителями мэрии, Сахатранснефтегаза и других заинтересованных лиц. Главный вопрос – как решить вновь возрожденную проблему. Буквально вот недели 2 назад нам звонили пристава и сказали, чтобы забирали исполнительные листы и что надо, Срок какой поставили? Срок поставили, там буквально несколько дней. Если не заберем, то начисляют, там пойдут уже исполнительские сборы, штрафы, получается. А у вас есть альтернатива куда-то уезжать, переехать в случае чего? В случае чего переехать нам некуда, потому что у нас это единственное жилье. Мы там живем с 3 детьми, все там прописаны.
Осадки в виде снега с повышением температуры ожидаются в ближайшие дни в районах прохождения федеральной дороги Лена, сообщает пресс-служба Укрдор-Лена. Для обеспечения бесперебойного движения на трассе организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций. В дежурно-диспетчерской службе Укрдор-Лена состояние автодороги А360 отслеживается в режиме онлайн, говорится в сообщении. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными во время движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В оленеводческих хозяйствах Алданского района наметилась тенденция к увеличению поголовья. Ситуация с хищниками, представляющими для оленей главную угрозу, в этом году стала спокойнее. Между тем, сложностей в отрасли немало. Как проходит зимовка, узнала Татьяна Вахнина. В фермерских и оленеводческих хозяйствах Алданского района, по оценкам специалистов управления сельского хозяйства, зимовка проходит стабильно. Степень упитанности животных нельзя отнести к низкой. Особых проблем не наблюдается. Между тем, сложности в отрасли имеют место. Уходящая зима выдалась хотя и мягкой, но многоснежной. Очень много снегу. Вот где вот мы работаем, там вот так по горлу снегу. Понимаете? Им-то надо копать, пищу добывать. В последние годы в оленеводческих хозяйствах идет сокращение поголовья. Причин тому несколько. Главной угрозой стада являются хищники. Если лет 7-8 назад оленей в Алданском районе насчитывалось более 12 тысяч, то сегодня в хозяйствах около 7 тысяч. Вот когда вот волки появились, они все вот их не стало оленей вообще. Олег Николаев – оленевод, общество с ограниченной ответственностью коренных малочисленных народов Севера Хатыстыр. Его зимовка стоит на реке Большой Немныр, неподалеку от одноименного поселка. В этом году, говорит Олег Егорович, ситуация с хищниками чуть более спокойная. Впрочем, данное обстоятельство связано с погодными условиями. Да, волки нынче как-то не слишком докучают, да? Но это из-за того, что снега нынче много. Ну и сейчас, да, потихоньку, да, вот у нас уже олени прибавляются. Если раньше на уменьшение шло, сейчас уже потихоньку стабильно стало. На территории Алданского района ведут деятельность более 30 родовых общин. Труд оленеводов сопряжен с огромным количеством сложностей. Хозяйство семьи Гавриловых насчитывает несколько десятков лет. Стойбище располагается на реке Илмах. Зимой олени стояли хорошо, а хищники докучали куда меньше, нежели годом ранее. Нынче вообще-то ничего, хорошо стоят. Только вот снега много нынче. Не без волнения оленеводы ожидают наступления весны. Скоро щедрую на снега зиму сменит тепло. И какие сюрпризы уготовит погода, сказать сложно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Ярмарка с говорящим названием «Хлеб всему голова» прошла в столице региона. Как нетрудно догадаться, из названия на ней свою продукцию представили хлебокомбинаты, студенты профильных учебных заведений и пекарни, в том числе открытые в исправительных учреждениях. Ярмарка стала заключительным мероприятием фестиваля хлеба, который начался в феврале и проходил в различных районах Якутии. В рамках фестиваля были круглые столы, научные конференции и мастер-классы. В таком, казалось бы, древнем и консервативном процессе, как изготовление хлеба, не обходится и без новшеств. Например, в скором времени на прилавках магазинов появится якутское ноу-хау – хлеб с добавлением ягеля. Время очень много предприятий, которые занимаются выпуском хлеба. Да? Но отчасти качества желает быть лучшим. И поэтому мы решили провести такой фестиваль. Мы хотим на сегодняшнем мероприятии передать эстафету фестиваля «Хлеб всему голова» новому фестивалю. Фестиваль «Якутия хлеборобная». Это наше желание. Удастся это фестиваль, это уже второй вопрос. Мир коротышек на сцене Русского театра. В Якутске впервые покажут детский музыкальный спектакль о приключениях Незнайки. Режиссером выступит победитель Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег» Андрей Габышев, прославившийся по музыкальным постановкам «Алиса в стране чудес» и «Золушка». Подробнее в сюжете Саргланы Неустроевой.
Яркие образы, музыкальные номера и по-настоящему сказочная атмосфера. Такова визитная карточка режиссера Андрея Габышева. Теперь, когда позади нашумевшая стимпанковская «Алиса в стране чудес» и «Золушка» в стиле пышного рококо, зрители застыли в ожидании очередного сюрприза. В этот раз мы постарались погрузить зрителей в иллюзорный мир больших предметов, да, то есть чтобы зритель стал как бы сам наравне с коротышками, персонажами сказки, да, маленьким зрителем, то есть что вокруг его окружают большие крупные предметы, ну, то есть те же карандаши, да, вот, то, что мы привыкли видеть в маленьком, да, габарите, вдруг оно все становится большим. Постановки четы Андрея Габышева и Ксении Языковой часто называют мюзиклом. Здесь и музыка от композитора Станислава Пастухова, песни под авторством самой Ксении и, конечно, танцы. Однако сами постановщики предпочитают более простое название – «Музыкальная сказка». Мне бы когда-нибудь хотелось овладеть вот какой-то методикой, когда раз и надо. Конечно, много зависит от вдохновения, но должна сказать, что сам материал, он очень много дает. Так было и с Алисой, так было и с Золушкой, и в этот раз так произошло с Незнайкой. То есть, естественно, мне пришлось перечитать практически все рассказы и повести о приключениях Незнайки. И какие-то моменты сюжета мы просто с Андреем посоветовались, я просто взяла их и переложила на текст. Для того, чтобы воплотить на сцене героев знаменитой трилогии о Незнайке, в местном швейном цеху было пошито 22 костюма. Главная задача швей была в том, чтобы обеспечить для зрителя видимость детских черт у актеров. Для этого многое было заимствовано из японских субкультур. Это и пышные кукольные платья, гольфы, широкие штаны и многое другое. Вообще работа, конечно, очень трудоемкая, потому что на каждом костюме у нас было по несколько элементов, то есть брюки, жакет, галстук, банты, фартук, шляпки. Значит, самое главное, костюмчик должен быть гигроскопичный, то есть чтобы актер чувствовал себя хорошо. Это хлопчатобумажные ткани. Сукно, синтепон, это вот мы для толщинок использовали, чтобы вот эту нелепость персонажа использовать. Премьера спектакля была запланирована на 21, 22 и 23 марта. К сожалению, в связи с опасной эпидемиологической ситуацией показ перенесли на неопределенный срок. Тем не менее, подготовка к сказке идет полным ходом. И, как отмечают создатели спектакля, рассчитан он не только для детей, но и для взрослых. А это значит, что и у мам с папами будет возможность на несколько мгновений окунуться в беззаботную жизнь маленьких человечков. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Мирнинского района и передаю слово моим коллегам.